Сезонная эпидемия гриппа вспыхивает из года в год. На улице становится холодно, и мы начинаем чихать. Если повезет, можно отделаться обычной простудой с першением в горле, насморком и недомоганием. Неприятно, но в принципе не опасно. Если же не повезет, на неделю, а то и дольше придется выпасть из привычного ритма жизни, страдать от высокой температуры и ломоты в мышцах. Это грипп, опасное вирусное заболевание. Ученые его изучают уже более 100 лет, но несмотря на это, инфекция по-прежнему остается непредсказуемой и трудно управляемой. Каждый день в инфекционную больницу города Сухум обращается большое количество людей, в сутки около 200 человек. Среди них как взрослые, так и дети. Специалисты прогнозируют спад эпидемии после того, как созреет коллективный иммунитет. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Каждый год в мире регистрируют около миллиарда случаев сезонного гриппа, включая от 3 до 5 миллионов эпизодов тяжелой формы болезни. В Абхазии ежегодно этим недугом болеют до 20% людей. Число заболевших и тяжесть зависит от доминирующего штамма вируса. Такая картина ежегодно не только у нас, но и во всех странах мира в осенне-зимний период. Грипп был, есть и будет и в следующие годы. Исключить невозможно, говорят специалисты. В этом году рост заболеваемости зафиксировали позже, чем обычно, после новогодних праздников, когда дети вернулись в детсады и школы, а взрослые вышли на работу. Учитывая, что сейчас действительно практически все болеют, и у нас в семье не один ребенок, а несколько детей в каждой семье практически, то их отгородить невозможно. Все равно они будут контактировать и контактировали до этого. И если у вас один ребенок заболел, сложно предотвратить начало заболевания у второго ребенка. Поэтому, если у вас в семье заболел член вашей семьи, у него есть признаки респираторной инфекции, выявлен грипп, то лучше заранее начать принимать ацетамивир, либо намидес, это один и тот же препарат, в профилактических дозировках. Это хоть немного вам поможет. Сейчас мы наблюдаем, что у детей развиваются пневмонии и в первые сутки заболевания, и во вторые. Часто у нас обращаются с таким волнообразным течением инфекции. Сложно сказать, что это невозможно даже сказать, что, например, дети сейчас болеют только гриппом. Мы наблюдаем в стационаре, что дети переносят не одну инфекцию. Это сочетание либо вирусных возбудителей, либо вирусно-бактериальных возбудителей. Поэтому лучше, конечно, безусловно лучше, если температура выше 38,5, обратиться к врачу. Сейчас наблюдается циркуляция двух штаммов гриппа А и Б. В начале сезона преобладал вирус типа А, но теперь оба типа встречаются примерно с одинаковой частотой. Это может осложнить ситуацию, поскольку разным штаммам могут быть подвержены разные группы людей. В течение суток в инфекционную больницу столицы обращаются до 200 человек. Если учитывать взрослое детское отделение, у нас до 40 человек пациентов на данный момент лежат в стационаре. В большем объеме, конечно, это дети. Сейчас у меня в отделении до 28 детей. Противовирусная, противогриппозная терапия, дезинтоксикационная терапия и симптоматическая, направленная на лечение симптомов. К счастью, это 200 человек, это не все первичные пациенты, естественно, это процентов, наверное, 15-20, то есть от 200 это плюс-минус от дня к дню разница в районе 50 человек, это те, которые приходят повторно. Возможно, на какие-то процедуры, на инъекции, получают свои назначения, которые были сделаны до этого. Нагрузка относительно предыдущих годов все-таки возросла у нас. Если уж совсем честно говорить, наш стационар не был рассчитан изначально на такие большие нагрузки. И штатное расписание наше было не рассчитано на такие нагрузки, на такое количество пациентов. Поэтому коллектив приходится
трудно коллективу. Ну, справляемся, пока справляемся. Естественно, будут сделаны организационные выводы из прошедшей, так сказать, эпидемии гриппа. Возможно, будет увеличено штатное расписание. Мы будем это обсуждать с нашим руководством. Пока в устной форме есть понимание у нашего руководства, что действительно нужно увеличивать мощности и штат сотрудников. Грипп – острое инфекционное заболевание, вызванное разными штаммами вируса. Недуг поражает преимущественно верхние дыхательные пути, поэтому относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Но в отличие от ОРВИ, вызванных классическими вирусами, он протекает намного тяжелее, потому часто термины грипп и ОРВИ разделяют. Болезнь сопровождается выраженным синдромом внутренней интоксикации, имеет сезонный характер и может вызвать эпидемию. Ситуация по гриппу. Его достаточно много. По лабораторным подтверждениям, за один день, допустим, из 22 сданных анализов 12 подтверждено гриппа. В другой день 32 сданных анализа, 17 подтвержденных случаев гриппа. То есть достаточно много, да. Из других заболеваний по респираторной панели у нас сейчас есть практически все вирусы, которые вызывают острую респираторную инфекцию. Это и аденовирус, и боковирус, и риновирус. Ну, в общем, вся панель, вся она здесь. Можно переболеть одним вирусом респираторным, и потом через некоторое время заболеть другим вирусом. Тоже выявляется достаточно много. Из осложнений, которые возникают на фоне перенесенного гриппа или респираторного заболевания, у нас лидирует гемофильная инфекция. Вирусы группы А могут инфицировать не только людей, но также птиц и животных. Они имеют многочисленные вариации штамма. Вирусы группы Б заражают лишь людей, хотя они тоже мутируют, но не вызывают тяжелой эпидемии. Вспышки гриппа Б носят преимущественно локальный характер и возникают нечасто, раз в 5-7 лет. Вирус типа С – самый малоизученный род. Он также распространяется только среди людей, но протекает легче или вовсе бессимптомно. Единицы из тех, кто попадает в стационар, это просто грипп. Это практически всегда это 2-3 инфекции, это помимо гриппа. Что касается новой коронавирусной инфекции, она тоже попадается, встречается, но уже не в том объеме, естественно, как в эпидемию. Связано это в первую очередь с пассивной иммунизацией населения. Ну, если говорить совсем грубо, люди переболели, у них есть активный иммунитет и к этой новой коронавирусной инфекции, поэтому даже при контакте люди не заболевают. Повторно, как правило, заболевают, у кого есть какие-то хронические заболевания, возможно, ослабленный иммунитет, ранее перенесенные вирусные инфекции в анамнезе, когда еще организм не успел окрепнуть после перенесенного заболевания, и на этом фоне может возникнуть та самая новая коронавирусная инфекция. Сейчас ее немного, единичные случаи выявляемости. В основном, конечно, это грипп. Грипп А, грипп Б в общем проценте примерно 50/50 он встречается, как мы в предыдущих репортажах говорили, в предыдущие годы, то есть в прошлом, позапрошлом году, в основном превалировал грипп А. Грипп Б были единицы. Сейчас у нас 50/50. Были детишки, у которых выявлялись оба гриппа одновременно. Это длительное течение заболевания, как правило, возможные осложнения в виде бронхитов, пневмонии. Ну, слава богу, детишки наши вылечились, мы их уже, от тех пациентов, о которых я говорю, благополучно выписаны домой.
Гриппу характерно стремительное начало. Когда человек уже заражен, инкубационный период длится недолго, от 12 до 48 часов, в отличие от других ОРВИ, при которых период мнимого спокойствия может затянуться на неделю. Грипп проявляется следующими симптомами: высокая температура, озноб, слабость, мышечная боль и ломота в суставах, головная боль. К концу первого дня к проявлениям интоксикации добавляются другие симптомы. Интенсивно нарастает сухой лающий кашель с болью в грудной клетке. Через 2-3 суток кашель становится влажным, начинает отходить мокрота. К вирусной инфекции может присоединиться бактериальная, и тогда возникает пневмония. Может наблюдаться покраснение лица и глаз. Человек начинает сильно потеть. Нередко на фоне ослабления иммунитета активизируется вирус герпес, который проявляется высыпаниями на губах. Сначала не могли определить. У меня температура не бывает никогда. Вот как вот, сколько я себя помню. 37 это самая большая, 37,5. А здесь приехали, грипп как будто, потом, когда вот это я, мокрота шла. Когда я было видно уже, что сюда надо. Ну сколько вы уже болеете? Уже сегодня выходит 5-й день. Вот мне вчера капельница, сегодня капельница. Коллектив очень внимательный. Например, я очень довольная всем. Внимательные и врачи, и медсестры, все. Да. Очень довольна. Бесплатно. Да, все бесплатно у нас тут. Состояние какое сейчас ваше? У меня, знаете, конечно, как привезли, было хуже вчера. А сегодня уже 4 капельницы, уколы мне сюда вот делают. Таблеточки дают. Нет, очень все внимательно, даже обеды дают нам все. Завтрак. Поступила с высокой температурой, с кашлем, затруднением дыхания вчера. Приняли очень хорошо, тепло, спасибо. Я не местная, живу здесь полгода всего лишь. Не ожидала, что такой хороший уровень медицины. Здесь сама медик, поэтому спасибо. Все прекрасно, все хорошо. У меня грипп с осложнением бронхитом острым. Назначили антибиотики, назначили там, стандартная терапия. Антибиотикотерапия, терапия, электролиты колят мне. Стандартно все. Когда домой? Домой? Ой, надеюсь, завтра. Очень хочу домой уже. При купженот био прабхедза школа амбиазгаз наса хочгидоч мазехай. И хаштал рабхед рабхедза харахнет гал рентген ахтахз хархет ему пневмония. Пневмония рахайз повторный рентген рахан ахтахз в имадзма. И сейчас лечимся при вирус. Рекупсирована сеха ашора кураман худжик, пока лечимся. И все нахрадыркалет зиги ахушко ходопсада и хартот хаврач табзиопчкела зиги псио медсестра арва гижут зиги. Ой, языкар даргуам цуамахуч, охлады шатрыйчики. Ай. Усифяр хош афиш тазауэ хати. Мы уже 3-й день хаштоп магяна нас лечение тухупаргаем. Не так опасен грипп, как его осложнение. Особую опасность болезнь представляет для тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и почек, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, ожирением. В группу риска входят пожилые люди, младенцы и беременные женщины. Наибольшее количество случаев осложненного гриппа приходится на пациентов старше 70 лет. Это объясняется тем, что с возрастом ослабляется иммунный статус и появляется комплекс хронических болезней. У младенцев осложнение тоже возникает из-за слабого иммунитета, который у них еще не успевает сформироваться. В период беременности иммунный статус женщины снижается и перестраивается работа всех органов, поэтому они тоже в группе риска.
Во многом опасность гриппа связана с тем, что вирус стремительно мутирует. Переболев одним сезонным штаммом, человек остается неподготовленным к штамму следующего сезона. Но мутации далеко не единственная его опасность. Болезнь грозна своими осложнениями. В ВОЗ подсчитали, что в мире ежегодно количество смертей от гриппа превышает 750 тысяч человек. Главная причина смертности связана с осложнениями. Потому важно не игнорировать симптомы и вовремя обращаться к врачу и выполнять все его рекомендации. Были у нас случаи, когда пациенты повторно попадали в стационар из-за недостаточного выполнения всех рекомендаций. Я хотел бы подчеркнуть, что были пациенты, которые просто попадали повторно в стационар, родители полностью все выполняли как положено, но ввиду того вышесказанного, что у нас в обществе циркулирует не один вирус, а несколько, то такое вполне возможно тоже, к сожалению. То есть ребенок переболел, условно говоря, гриппом А, выписывается домой, дома контактирует с другими детьми, возможно, там, с соседями, получает аденовирусную инфекцию и примерно с теми же симптомами поступает обратно в стационар. К счастью, сейчас у нас есть тест-системы, которые нам позволяют идентифицировать. Это, конечно, большое подспорье в лечении пациентов. Для доктора любого, конечно, важно в первую очередь диагноз. Когда есть диагноз правильный, подтвержденный лабораторно, это 50% как минимум, а то и больше успеха. Обычный пример. То есть ребенок поступает с высокой температурой, боль в горле, обычное течение вирусной инфекции. Ты диагностируешь ему грипп, он получает лечение свое противовирусное, там, через неделю симптомы все уходят, выписывается домой, и через 3 дня повторная температура. Точно такие же симптомы: насморк, боль в горле, высокая лихорадка, и отличий симптоматически практически нет. Даже в общих анализах крови, скорее всего, будут изменения примерно одного характера. И вот что теперь думать доктору, который вот его видит? То ли это грипп не долечили, то ли бактерия присоединилась новая, то ли новый вирус присоединился. В зависимости от вот всего этого лечение, конечно, отличается. Вот. И эти тест-системы нам позволяют поставить верный диагноз и, соответственно, проводить правильное лечение. Помимо прочего, конечно, хотелось бы, наверное, так выразить благодарность за понимание родителей. Ввиду больших нагрузок иногда приходится довольно длительное время родителям ждать, пока им окажут помощь, детишкам ждать. Это, как я сказал, из-за тех моментов организационных, когда мы не были готовы к таким нагрузкам. Ни само здание, к сожалению, не было готово, ни штатное расписание. Будем стараться делать при помощи нашего руководства, делать ремонты, дополнительные мощности вводить. В этом плане надеемся, что к следующему сезону у нас будет обстановка получше. Самый эффективный способ не заразиться сезонным гриппом – вакцинация. Состав вакцин непрерывно обновляется, создаются новые комбинации и препараты в ответ на постоянную мутацию. Сезонная вакцинация проводится каждый год, обычно в сентябре или октябре. Всем жителям республики в возрасте от 6 месяцев и старше следует каждый год как можно скорее получать прививку от гриппа, рекомендуют медики. Конечно, нам всем хочется не заболеть, хочется оградиться от этой инфекции. Я бы рекомендовала делать прививки от гриппа. Это обязательно в период до сезона, с конца октября по конец ноября у нас идет вакцинация против гриппа. Я рекомендую всем от мала до велика привиться в следующем году. Доказанная уровень иммунизации населения при вакцинации снижает летальность, снижает количество осложнений.
В первую очередь это показано людям младшего возраста, детишкам маленького возраста и пожилым людям, страдающим многими хроническими заболеваниями. Для кого самая эта группа риска при любой вирусной инфекции, при гриппе тем более. Для них вакцинация показана абсолютно, к сожалению, предвзятое отношение к вакцинам, недоверие, интернет кишит разными псевдонаучными высказываниями. Просто невозможно с этим всем бороться. Наверное, каждый человек должен делать вывод сам. Если он болеет, он идет все-таки не в интернет, наверное, лечиться, а к врачам. Поэтому надо, видимо, в плане и рекомендаций слушать тех людей, к которым ты обращаешься, когда тебе плохо. Среди неспецифических мер профилактики основная роль отводится укреплению иммунитета. Необходимо правильно питаться, соблюдать режим дня, отдыхать. Укрепить иммунитет также помогут физкультура и закаливание. Не стоит забывать и о витаминах. В профилактических дозах потребление витамина С может уменьшить продолжительность проявления симптомов гриппа и простуды у взрослых и детей. И необходимо помнить о мерах предосторожности. Регулярно и тщательно мыть руки, не контактировать с больными, ведь вирус передается воздушно-капельным путем, и желательно избегать мест большого скопления людей. На сегодняшний день ПЦР-лаборатория проводит исследования с помощью респираторных панелей и тест-системы, которые помогают выявлению конкретного вируса. Результаты исследований позволяют подобрать необходимую противовирусную терапию. Кроме того, эти тесты могут предотвратить ненужное использование антибактериальных препаратов. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!